Конференция «Наследие хангаласских родов через время и пространство» в селе Актемцы. Ввод в эксплуатацию 2 многоквартирных домов в рамках программы переселения в селе Качекадзе. Открытие Центра компетенции главный муниципальный психолог в городе Покровске. Визит первого зампреда правительства Якутии Дмитрия Садовникова. 80 лет Центру дополнительного образования детей района. Чествование победителей и призеров чемпионата мира по масс-рестлингу. И объявление победителей Улусной премии «Туйгун». Смотрите в этом репортаже главные новости декабря из Хангаласского улуса. В селе Актемцы прошла уникальная научно-практическая конференция под названием «Наследие хангаласских родов через время и пространство». Мероприятие было организовано целью популяризации научных знаний и привлечения внимания к исследовательской и проектной деятельности, направленной на изучение истории улуса. Конференция состоялась в стенах Актемской средней школы и собрала около 200 экспертов и докладчиков, среди которых были как школьники, так и ученые и краеведы. Работа проходила в рамках 6 секций, например, первая секция была посвящена теме «Хангаласский улус в древности и до присоединения к российскому государству». Еще одна секция охватывала вопросы генеалогии и топонимики улуса. По завершении была принята резолюция, отражающая итоги и рекомендации участников. Конференция названа очень удачно, я считаю. Дело в том, что Хангаласский улус он был крупнейшим улусом еще, скажем, в 17 веке у нас появляются первые источники письменные, и на тот момент он входил в число 6 самых крупных якутских улусов, и лидеры этого улуса во главе с Тыгыном, его братьями, они как раз сыграли очень большую роль в событиях, и в последующем, в 17-18 веке происходит такая колонизация, миграция хангаласских родов в другие районы Якутии. И не случайно сегодня у нас среди гостей присутствуют представители разных улусов, в которых, как они считают, присутствуют потомки этих переселенцев, которые когда-то в незапамятные времена обосновались в других улусах. В этом году в селе Качекадзе ввели в эксплуатацию целых 2 многоквартирных дома в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Один из домов построили в центре села, другой – в микрорайоне Дерсуу. Микрорайон Дерсуу известен тем, что здесь проживают строители Амуро-Якутской магистрали. В советские времена их селили в двухэтажные ЧБшки, которые с течением времени пришли в негодность. Первое переселение из аварийного жилья в этом микрорайоне состоялось в 2017 году, и спустя 7 лет был построен еще один многоквартирный дом по этой программе. Спасибо большое! В новый дом переехали 19 семей, квартиры преимущественно 2- и 3-комнатные. Подрядчик – компания «Основа». Ой, чистенько, беленько. Это что получается, спальня? Вот зал. Зал. Ой, я 2 окошка, как у тебя. Впечатление хорошее. Я не думала, что на 3-й этаж попаду. Кухня большая, вместительная, я довольна. Очень хорошо. В каждой квартире комплектом идет мини-печь, пожарная сигнализация, а также настроена единая бесплатная телевизионная антенна. Понравилось все по сравнению с моей старой квартирой. Тепло, кухня большая, зал большой. Радует все. Ожидали худшего. Ранее в рамках той же программы ключи от новых квартир получили еще одни жители Качекадзе. В самом центре ввели в строй 12-квартирный каменный дом. Жильцы уже почти полностью заселились и обживают свои жилища. Воду подключили, отопление есть, все, душ там, туалет, все работает. Здесь внутри устроен нагреватель воды в каждом доме. И здесь сами нагреваем воду и устроились пока очень хорошо, нормально. Таким образом, более 30 семей в селе Качекадзе встретят Новый год в новых, светлых и теплых квартирах со всеми удобствами.
Третий по счету в Якутии Центр компетенции «Главный муниципальный психолог» открылся в городе Покровске. Первые два начали свою работу еще в 2023 году в Намском и Ямгинском районах. Новый центр призван поддержать баланс психоэмоционального состояния общества, а также решить вопрос о предоставлении профессиональной психологической помощи жителям отдаленных населенных пунктов, в том числе участникам специальной военной операции и членам их семей. Центр компетенции открылся на базе местного филиала Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи, который, к слову, отмечает 15-летие со дня своего основания. Центр компетенции «Главный муниципальный психолог» будет курировать и оказывать методическое сопровождение всем психологам Хангаласского улуса, то есть туда входят психологи образовательных учреждений, социальных учреждений. Мы будем вести работу с населением и обучать наших психологов, чтобы они на местах тоже проводили свою работу, оказывать комплексную помощь нашим участникам специальной военной операции и их семьям, а также работать по развитию психологического здоровья населения. Первый зампред правительства Якутии Дмитрий Садовников посетил строящиеся объекты района. Его сопровождали министр строительства республики Виктор Романов и исполняющий обязанности главы района Василий Андреев. В первую очередь они побывали в селе Актемцы, где возводятся 2 многоквартирных каменных дома в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Один из них, 85-квартирный, степень строительной готовности этого объекта составляет 73%. Второй дом на 19 квартир, его строительная готовность 80%. В городе Покровске посетили микрорайон Селекционная, где завершается строительство еще одного дома по программе переселения. Его степень готовности 98%. Также в Покровске осмотрели ход строительства общественного делового центра, в котором разместится автостанция, залом ожидания для пассажиров и кассой для продажи билетов. Центр дополнительного образования детей Улуса отметил 80-летие со дня своего основания. Учреждение неразрывно связано с открытием районного дома пионеров и школьников в Покровске в сентябре 1944 года. Сегодня в центре ребята погружаются в мир высоких технологий, создавая модели летательных аппаратов на основе беспилотных авиационных систем и занимаясь авиаракетомоделированием. Они также осваивают инновации в области графического дизайна и мультимедийных технологий. На сегодняшний день Центр является многопрофильным учреждением, предоставляющим организационно-методическую помощь и развивающим детское движение в Улусе. В торжественный день педагоги дополнительного образования провели различные мастер-классы, а мероприятие сопровождалось большим концертом. 80-летний юбилей наш центр встречает радостным событием. Спустя 27 лет, наконец-то, у нас есть свое здание для творческого развития хангаласских детей. Сегодня у нас идут творческие выставки наших педагогов, а также мастер-классы от наших педагогов и выставка учащихся Центра дополнительного образования детей. В Хангаласском улусе чествовали победителей и призеров чемпионата мира по масс-рестлингу. Спортивное событие международного масштаба проходило с 28 ноября по 2 декабря в столице Кыргызстана – Бишкеке. Хангаласским масс-рестлерам удалось завоевать 7 медалей – 3 золота, 1 серебро и 3 бронзы. Конкуренция у якутских маджины была серьезная. В чемпионате приняли участие более 200 спортсменов, прибывших из 20 иностранных государств. Следующий чемпионат мира по масс-рестлингу состоится в Монголии. Самое сложное для меня в этих соревнованиях, наверное, были даже не само участие в соревнованиях, а сделать вес 65 килограмм. Почему-то в этот раз очень тяжело прошла сгонка веса. Спортсмены, также соперники были уже из года в год, они более становятся все сильнее, более профессиональные. Уже можно даже сказать, что свой стиль появляется, наверное, как вот у команды Кыргызстана. Также объявили победителей улусной премии «Туйгун». Торжественная церемония собрала лучших из лучших по итогам уходящего года. В этом году награды вручали по 18 номинациям.
Премия «Туйгун» представляет собой ежегодное подведение итогов в районе, когда отмечают не только выдающихся работников в своей сфере, но и символически закрывают тематические года. Нынче это год семьи в России, год детства в Якутии. Неудивительно, что первыми были объявлены лауреаты улусного конкурса «Семья года», который проходил в формате онлайн на площадке социальной сети ВКонтакте в течение полугода. Семьям периодически давались различные задания, которые нужно было выполнять совместно. Например, воспроизвести старое фото, сходить по ягоды и грибы, устроить литературный вечер, сделать зарядку и так далее. В результате победители были определены по 3 номинациям: лучшая молодая семья, лучшая многодетная семья и лучшая замещающая семья. Мы могли вот на 2 номинациях, да, выступить. Либо многодетная семья, либо вот замещающая семья. У нас вот мальчик есть на попечении под опекой, да, и поэтому вот мы выбрали вот именно вот эту номинацию «Замещающая семья». Вот это мероприятие, вот конкурс, она вот развивает ценности семейные. Вот очень интересно было то, что отрадно, да, наши дети вот сплачиваются, да, все вместе. И им очень понравилось участвовать. Задания творческие были. Задания творческие, да, очень различные, интересные были. Лучшим сельскохозяйственным предприятием года стал сельхозкооператив «Хаксык», расположенный в Техтюрском наследии. Это предприятие безупречно перевыполнило планы по сдаче сырого молока и заготовке грубых и сочных кормов. Кроме того, в этом году «Хаксык» стал резидентом территории развития местного производства долины Эркени и отметил свой 30-летний юбилей. Став резидентами, нам предстоит очень большая работа. Это производство новой технологической работы и увеличение количества рабочих мест и производство мясных полуфабрикатов. В течение вечера звучали имена победителей в таких традиционных номинациях, как «Лучшая школа», «Лучший общественник», «Лучший предприниматель». В то же время были и не самые типичные номинации, например, «Лучший детский театральный коллектив» и «Лучший руководитель спортивной федерации». Кульминацией вечера стало объявление лучших муниципальных образований района. В категории с населением свыше 1000 жителей победил Мальжигарский первый наслег, а в категории с населением менее 1000 жителей – Жимконский первый наслег.